Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я Динара Аргин. Сегодня в выпуске. Охранником Путина оказался российский боксер Евгений Тищенко, одержавший спорную победу в бою с казахстанцем Василием Левитом. Между тем, в Рио-де-Жанейро отстранены за ошибки в работе сразу 7 судей, среди которых и судья из Алжира, засудившая Левита. Слишком заинтересованные судьи и рефери больше не будут исполнять обязанности на Олимпийских играх в Рио. 5000 роскошных национальных костюмов к 25-летию независимости. В Таджикистане решили не жалеть денег на празднование круглой даты. Эта одежда называется аба. Узоры цвета символизируют воду. Ковровые бомбардировки нон-стоп. Российская стратегическая авиация стирает с лица земли подконтрольные ИГИЛ районы сирийского города Дейр-эз-Зор. Власти Ирака заявили, что предоставили воздушные коридоры для российских бомбардировщиков с согласия США. Иракское правительство открыло свое воздушное пространство для России с американского согласия. Укоротить женскую прыть. Доклад о массовых случаях женского обрезания на Северном Кавказе вызвал ураганную реакцию в России. Сторонники называют это традицией, противники – средневековым варварством. Я лично своей девочке буду делать, ей только 5, к 7 годам буду делать. Последний советский робот. В Беларуси найден действующий по сей день вокзальный автомат, при помощи которого в СССР узнавали расписание поездов и автобусов. Российский боксер Евгений Тищенко, который одержал спорную, по мнению многих любителей бокса, победу на Олимпиаде в поединке с казахстанцем Василием Левитом, оказался охранником президента Владимира Путина. Об этом сообщают практически все мировые СМИ. Золотой медалист Тищенко ранее утверждал, что он работает полицейским, однако выяснилось, что он сотрудник службы охраны российского президента. Напомним, что бой с тяжеловесом из Казахстана Василием Левитом закончился грандиозным скандалом. Все, кто наблюдал за этим финальным поединком, были уверены, что именно Левит получит золотую медаль. Но судьи почему-то решили иначе. Первыми свое недовольство выразили казахстанские болельщики, которые присутствовали во время боя в Рио. По количеству ударов Левит явно превосходил Тищенко. Болельщики начали неодобрительно свистеть и во время вручения олимпийских наград. Сам казахстанский боксер знаками просил болельщиков успокоиться. Он приложил к рту палец и никак не выказывал своего разочарования, а потом достойно принял свою награду – серебряную медаль. Сразу же после этого скандального финала ведущие мировые эксперты заявили, что решение судей было несправедливым. Позже Международная ассоциация любительского бокса косвенно это подтвердила, отстранив от работы на Олимпиаде алжирского судью-женщину Хейру Сиди Якуб, которая обслуживала бой Левита и Тищенко. Кроме нее в черный список попали еще 6 судей и рефери. По поводу сегодняшнего ответа Федерации бокса, я думаю, что это очень профессиональный ответ на опасения людей в системе судейства. Слишком заинтересованные судьи и рефери больше не будут исполнять обязанности на Олимпийских играх в Рио. Свои комментарии по поводу финального боя казахстанского и российского боксеров и, в частности, по поводу судейского решения на своих страницах в социальных сетях высказали известные мировые промоутеры и выдающиеся боксеры, которые откровенно назвали Ассоциацию любительского бокса мафией. Тем не менее, на родине в Казахстане Василия Левита считают героем. Как заявили в Казахстанской Федерации бокса, Левит получит дополнительные $100 000, которые приравняют его награду к золотой медали. Еще один скандал со спортсменом из Кыргызстана. Иззат Артыков был лишен бронзовой медали из-за положительного результата на допинг-тест. Завоевавший единственную для республики медаль в тяжелой атлетике, Артыков отрицает употребление допинга и намерен обжаловать решение спортивного арбитражного суда. Шавкат Тургаев с подробностями. Радость всей страны, да и самого Иззата Артыкова от завоеванной им бронзы в Рио длилась меньше недели. В организме штангиста нашли запрещенный препарат – стрихнин. Строгая спортивная Фемида награду у спортсмена забирает. Сам тяжелоатлет в случившееся не верит и считает, что свою медаль он завоевал в честной борьбе.
Я вообще впервые узнал о таком препарате, как стрихнин. Мы нормально готовились и к чемпионату Азии. Все было чисто. Мы не принимали сильных витаминов. Такого не должно было случиться. Почему так произошло, мы сами не понимаем. Госагентство по делам спорта распространило пресс-релиз, в котором сообщило, что намерено подать апелляционную жалобу в Международный спортивный арбитраж и ВАДА. Между тем, тренер Артыкова считает, вскрытие анализов мочи спортсмена проводилось с нарушениями. Почему пробу открыли, должны мне оповещать, что открывается проба, и должны нас пригласить, при нас должна открываться. А потом только вердикт вводит, что оба грязные моча, вот, в общем, вы виноваты. А на сегодняшний день никакое письмо я не получал ни от Международной федерации, ни от МОКа. Стрихнин уже давно отжил свой век. Он является активным стимулятором, но в спортивной медицине практически не применяется. На рубеже 19 и 20 веков его использовали в качестве яда. Он засветился в детективах Агаты Кристи. По словам фармакологов, сегодня найти его не так-то просто. Первый раз стрихнин обнаружили в команде велосипедистов, я не помню какой команды, и тогда был просто смертельный случай. То есть была передозировка, и спортсмен умер. И после этого, соответственно, ВАДА ввело это правило, что стрихнин все-таки является стимулятором. Одно дело стимулировать, и чуть дозу, я же говорю, чуть-чуть ее повысить, и он уже будет как яд. Если стрихнин в организме Артыкова оказался случайно, то спортсмен еще легко отделался, и все могло бы закончиться для него печально. В любом случае предстоит серьезное разбирательство, когда врач олимпийской сборной вернется из Рио. Спортивные чиновники Кыргызстана обещают до конца бороться за бронзовую медаль Изата Артыкова. Но если спортивный арбитражный суд свое решение оставит в силе, то единственную награду, завоеванную кыргызскими спортсменами на Олимпиаде в Рио, придется вернуть. А баннеры с изображением Артыкова, которые уже успели развесить по всей стране, снять. Шавкат Тургаев, Азат Интымаков. В настоящее время Бишкек, Кыргызстан. Все республики Центральной Азии готовятся отметить 25-летний юбилей независимости. Сразу же после августовского путча 1991 года в Москве на всем постсоветском пространстве начался так называемый парад суверенитетов. Бывшие советские республики одна за другой объявляли себя независимыми государствами. В этом юбилейном году в странах Центральной Азии не жалеют денег на предстоящие празднования. В Ташкенте, где в преддверии праздника огородили высоким металлическим забором проспект, по которому ежедневно ездит на работу президент Узбекистана Ислам Каримов, проводятся масштабные секретные репетиции предстоящего Дня независимости. В них принимают участие тысячи людей, но пока ни одному из журналистов не удалось снять ни кадра, так как помимо президентской трассы высокими заборами были огорожены все места, где пройдут предстоящие мероприятия. А всех снимающих сразу же арестовывает полиция. Усиленно готовятся к празднованию юбилея и в Таджикистане. Каким именно будет праздник, также держится в секрете, но известно, что участники мероприятия оденутся в дизайнерские национальные костюмы. Сейчас, когда до праздника остались считанные дни, сотни швей в срочном порядке дошивают 5000 праздничных национальных платьев. На одной из таких фабрик побывал наш корреспондент Анушервон Арипов. Майрам Саидзода работает портнихой у одного из дизайнеров Таджикистана, получившего заказ на изготовление платьев и костюмов к празднованию Дня независимости страны. Из-за того, что до праздника осталось меньше месяца, приходится трудиться по 12 часов в сутки. Марьям шьет по 3 костюма в день. Каждый раз новое задание. Если сегодня она работает с атласным шелком и шьет платье в стиле, присущем Сагдийской области, север страны, то завтра на очереди хатлонские наряды. Это юг. Эта одежда называется абак. Узоры цвета символизируют воду. Для пошива платьев используют десятки видов тканей с национальными узорами и вышивкой. И если узоры наносятся на фабрике при покраске, то вышивка выполняется на специальной машинке, на уже кроенной ткани. Профессиональной портнихе не нужно даже наносить рисунок на материал. У каждого региона Таджикистана есть свои узоры и цвета. Например, для хатлонского костюма обязательны яркие цвета, в основном желтый и красный. Северяне любят более мягкие оттенки. Раштские узоры выполнены в виде ромбов, а жители горного Бадахшана предпочитают белую одежду с красной и зеленой вышивкой. Главное требование к нарядам для праздника, чтобы они выглядели современно. Например, вместо широкой юбки до пола короткая и приталенная. А чтобы показать единство таджиков на празднике, девушки будут в коронах. Ведь слово таджик переводится как «носящий корону». И исходя от истории, то есть мы не меняем орнаменты, мы меняем просто дизайн, то есть расположение орнаментов
цветовая гамма остается. Единственное, мы что добавляем всем короны одинаковые по цветовой гамме этих же нарядов и костюмов. И получается единый костюм, и это будет называться таджикский, очень современный новый костюм, который, я думаю, что после праздника даже наш народ может это использовать на повседневные свои, или на праздники, на повседневку тоже. Над разработкой каждого костюма более месяца работала специально созданная группа, в которую вошли более десятка дизайнеров, историки, художники, а также режиссеры, хореографы и композиторы, работающие над праздничной постановкой. Ведь каждый наряд должен быть сделан так, чтобы не мешать артистам петь и танцевать, и смотреться уместно в том или ином номере. Мы разрабатывали каждую модель именно специально для этого праздника, потому что 25-летие – это День независимости, то есть это юбилей, и мы должны были показать, создать что-то новое, и чего мы добились в течение 25 лет, и показать Таджикистан с другой стороны, новый Таджикистан и в современном виде и стиле. Если судить по труду дизайнеров, праздничный концерт должен получиться просто грандиозным. До конца месяца они должны шить более 5000 костюмов и привести в порядок еще 6000, использовавшихся в разных праздниках в предыдущие годы. Анушервон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан. Далее в программе. Ковровые бомбардировки нон-стоп. Российская стратегическая авиация стирает с лица земли подконтрольные ИГИЛ районы сирийского города Дейр-эз-Зор. Власти Ирака заявили, что предоставили воздушные коридоры для российских бомбардировщиков с согласия США. Иракское правительство открыло свое воздушное пространство для России с американского согласия. Укоротить женскую прыть. Доклад о массовых случаях женского обрезания на Северном Кавказе вызвал ураганную реакцию в России. Сторонники называют это традицией, противники – средневековым варварством. Я лично своей девочке буду делать, ей только 5, к 7 годам буду делать. Последний советский робот. В Беларуси найден действующий по сей день вокзальный автомат, при помощи которого в СССР узнавали расписание поездов и автобусов. Россия объявила о 48-часовом прекращении огня в Алеппо. Оно начнется уже на следующей неделе. Тем самым российские военные согласились с требованиями ООН, представители которой отказывались доставлять гуманитарные грузы во время 3-часовых перерывов в боях, об установлении которых россияне заявляли ранее. В ООН подтвердили факт переговоров с российскими военными и сказали, что 48-часовая пауза позволит доставить в восточную часть Алеппо хотя бы несколько гуманитарных конвоев. Специальный посланник приветствует заявление России, и гуманитарная группа Организации Объединенных Наций в настоящее время активизируется, чтобы начать действовать. Координатор чрезвычайной помощи ООН Стивен О'Брайен сказал, что мы должны коллективно проработать детали и быть готовыми к поставке гуманитарных грузов как можно скорее. По сведениям ООН, в окруженной войсками Асада восточной части Алеппо на сегодняшний день находится около 200 тысяч гражданских лиц, 100 тысяч из которых дети. Они не только ежедневно получают ранения и гибнут во время артиллерийских дуэлей, перестрелок и бомбардировок с воздуха, но и голодают, так как в этих районах Алеппо практически не осталось продовольствия и питьевой воды. Практически в режим нон-стоп перешли российские стратегические бомбардировки сирийского города Дейр-эз-Зор. Рейтер и другие мировые агентства публикуют видео очередного удара российских стратегических бомбардировщиков по районам Дейр-эз-Зора под контрольным ИГИЛ. Это было второе за сутки ковровое бомбометание. Российская авиация буквально стирает с земли позиции боевиков так называемого исламского государства вместе с жилыми городскими кварталами, среди которых эти позиции расположены. Увеличить частоту ударов российские ВВС смогли благодаря Ирану, который предоставил для стратегических бомбардировщиков России свой военный аэродром Хамадан. Теперь российские самолеты имеют возможность всего за час пополнять запасы бомб и горючего и возвращаться к целям в Сирии. Вы видите кадры посадок бомбардировщиков Ту-22М на своей новой базе в Иране. Размещение российской стратегической авиации на иранском аэродроме вызвало решительные протесты Соединенных Штатов, которые обвинили Россию в нарушении резолюции Совета Безопасности ООН. И вот спустя 3 дня Россия пояснила свою позицию. Никаких поводов подозревать Россию в нарушении резолюции 2231 не имеется.
согласно этой резолюции, необходимо согласовывать с Советом Безопасности ООН поставку, продажу и передачу Ирану определенных видов вооружений, в том числе боевых самолетов. В случае, который мы сейчас обсуждаем, ни поставки, ни продажи, ни передачи военных боевых самолетов Ирану не происходило. Эти боевые самолеты с согласия Ирана используются российскими воздушно-космическими силами для участия в антитеррористической операции на территории Сирийской Арабской Республики по просьбе законного сирийского руководства, с которым также по его же просьбе сотрудничает и Исламская Республика Иран. Между тем, власти Ирака заявили, что предоставили российским самолетам специальные воздушные коридоры для пролета через свою территорию. Как утверждают в Ираке, это решение было, безусловно, согласовано с США, которые сейчас почему-то протестуют против размещения российских самолетов на иранской базе. Соединенные Штаты сотрудничают с Россией в сирийских боевых действиях. Иракское правительство открыло свое воздушное пространство для России с американского согласия. В Турции на свободу начали выходить первые из 38 тысяч заключенных, попавших под новую реформу пенитенциарной системы. О ее запуске правительство объявило после того, как десятки тысяч арестованных по подозрению в причастности к июльской попытке переворота переполнили тюрьмы. Подробности в репортаже «Рейтер». У проходной тюрьмы Силиври на окраине Стамбула сотни людей ожидают своих родственников. В четверг в Турции начали выпускать на свободу первых заключенных, попавших под реформу пенитенциарной системы. Согласно ей, на свободу досрочно выйдут 38 тысяч человек. Азу Суку ожидает освобождения своих братьев. «Это было приятной неожиданностью, мы долго этого ждали», — говорит он. «Два моих брата сидят в тюрьме уже 3 года. Для нас это был большой сюрприз, и мы очень счастливы». Выйти на свободу смогут те, кто уже отбыл половину своих сроков, а ранее они должны были отбыть 2/3, и те, кому остается сидеть не более 2 лет. Под новые правила не попадут лишь те, кто был осужден за терроризм, убийство, тяжкие преступления и изнасилования. «Не оставался еще год, — говорит освобожденный, — я до сих пор не перестаю удивляться». Турецкие тюрьмы были переполнены еще весной. К августу положение лишь ухудшилось. Сейчас за решеткой находятся более 213 тысяч арестантов, что на 26 тысяч превышает вместимость тюрем по нормативам. При этом заключения ожидают еще десятки тысяч. В среду премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что после попытки переворота в Турции задержали более 40 тысяч человек. Половина из них формально арестованы. Однако в заключении находится лишь 5 тысяч. В российском Екатеринбурге на домах стали появляться таблички с именами репрессированных в 30-е и 40-е годы жителей города. Пока их установили на 3 фасадах домов, где перед арестом жили первые жертвы сталинских репрессий. Первая табличка была установлена на доме, где сейчас располагается католическая община. Массовые репрессии в Екатеринбурге начались с уничтожения нескольких тысяч уральских ювелиров и членов их семей. Расстрелы сопровождались изъятием семейных драгоценностей, которые сотрудники НКВД передавали в фонд государства. Зачастую людей арестовывали и убивали только с целью конфискации драгоценностей. В числе репрессированных оказался и ювелир Данила Зверев, который был прообразом Данилы Мастера из известной сказки Бажова «Малахитовая шкатулка». Самое страшное, что те, кто погибли на фронте, ими гордились, о них говорили. А те, кого вот так ночью увели, о них молчали до конца 80-х, скрывали, боялись. Мало того, они умерли оболганными, ошельмованными. И никто не знает, где закончился их путь. Но хотя бы здесь понятно, откуда этот последний путь начался. Это очень важно. Одна из самых острых тем недели в России связана с публикацией отчета Российского фонда «Правовая инициатива» о массовых случаях женского обрезания у девочек на Северном Кавказе. Как утверждается в докладе, жертвами таких варварских операций, по оценкам правозащитников, стали десятки тысяч российских женщин. Расследование наших коллег. Яблочко. Мадине она попросила не показывать ее лицо и изменить ее имя 30 лет. Она родом из высокогорного села на западе Дагестана. Мадина – одна из жертв женского обрезания. Вы будете в шоке, но у меня это было дважды в жизни. И все в детстве. Первый раз было, когда мне было всего лишь 5 лет. Туда приезжали девочки специально для этого обряда. То с Ростова, то с Махачкалы. Наши же девочки, то родственницы, то знакомые.
Делала нам взрослая женщина. И все пошли к ней, а я даже не предупредил, свою маму пошла к ней. Первый раз вот так сделала, я не боялась ничего. Знала, в семье это было, что надо делать обрезание. Я не предупредил маму, пошла, сделала. Второй раз обрезание Мадине сделали, когда ей было уже 7 лет. На этот раз по желанию мамы, которая не знала, что девочка уже подверглась этой процедуре. Взрослые так доходчиво объяснили, зачем нужно обрезание, что Мадина до сих пор ни в чем не сомневается. Чтобы не ходили как неугомонные в плане интимного плана, чтобы утихомирить свою страсть. Мадина уверена, что обрезанные женщины живут так же, как и остальные, а саму процедуру сравнивает с прокалыванием ушей. Кому-то больно, а кто-то ничего не чувствует. Патимат Муртабекова, 30 лет, работает гинекологом. За всю свою практику столкнулась только с одной пациенткой, которой в 16 лет сделали обрезание. Эта женщина до сих пор проклинает своих родителей. До сих пор, говорит, своего мужа люблю как брата, как какого-то родственника. Но такого вот страстного чувства у меня к нему, говорит, нету. Я его уважаю, боюсь там за него, там, чтобы он не заболел что-то. Но вот как женщина, я, говорит, никогда не была счастлива. История с публикацией доклада правозащитников о калечащих операциях у девочек недолго оставалась бы в топе новостей, если бы не слова муфтия Исмаила Бердиева, председателя Координационного совета мусульман Северного Кавказа. Надо всех женщин обрезать, чтобы разврата не было на земле, чтобы сексуальность уменьшилась. Через несколько часов после шокирующего интервью муфти Бердиев заявил, что он сказал все это в шутку, и люди не так поняли. Поправлять своего коллегу пришлось верховному муфтию России Талгату Таджудину, который назвал практику обрезания девочек проявлением жестокости, традиции, несвойственной России. Правозащитник, бывший имам мечети в Махачкале Заеддин Увайсов, настаивает на том, что практика калечащих операций распространена только в нескольких горных селах. Но в любом случае она противоречит Корану, который запрещает причинять вред здоровью человека. Ислам не ставит целью, чтобы лишить женщину каких-то удовольствий, да, и будь то женщина или мужчина, и не делает различия в этом плане между мужчиной и женщиной. Это серьезнейшее нарушение прав женщин и экстремальная форма насилия. Так об обрезании девочек говорит правозащитница Татьяна Лакшина. По ее словам, власти предпочитают вести себя так, как будто никакой проблемы не существует. Мы же не в Африке. Какой-нибудь высокопоставленный чиновник в Кремле, действительно, читая об этом в новостях, думает, а неужели в России это вообще происходит? Да не может быть. Ну, он, возможно, знает, что это, например, распространенная проблема в Африке, но в России-то, да, откуда? Но я также не сомневаюсь, что руководство Дагестана знает. В Государственную Думу уже внесен законопроект об уголовной ответственности за калечащие операции у девочек до 10 лет колонии. Но эксперты уверены, что искоренить эту варварскую практику быстро не получится. Нужно объяснять людям, какой вред причиняется здоровью женщин, и этим должны заниматься власти, СМИ и духовенство. Ну а Мадина, прошедшая через обрезание дважды, отказываться от этой традиции не собирается. Я лично своей девочке буду делать, ей только 5, к 7 годам буду делать. На одном из сельских автовокзалов Беларуси был обнаружен советский механический робот, при помощи которого жители Советского Союза узнавали расписание поездов и автобусов. Этот аппарат оказался чуть ли не последним действующим экземпляром. Автомат, найденный в Беларуси, исправно работает и по сей день. Раньше подобные машины стояли на каждой железнодорожной станции и автовокзале. Чтобы найти необходимый рейс и узнать стоимость билетов, пассажирам необходимо было нажать несколько кнопок, и нужная информация выпрыгивала из окошка на специальной пластиковой табличке. Каждый автомат содержал информацию о сотнях поездов и автобусов. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте karenTime.tv. Мы прощаемся с вами до следующей недели и желаем вам хороших выходных. Всего доброго.